В разные периоды истории трагедия коснулась практически каждой чеченской семьи. Театрально-концертный зал сегодня переполнен. Перед официальной частью вечера памяти зрителям показали видеоролик о тех, кто пожертвовал собой ради мира на родной земле. С приветственным словом к собравшимся от имени Рамзана Кадырова обратился руководитель администрации президента и правительства республики. Ассаламу алейкум. Сегодня день памяти и скорби народа Чеченской Республики. В истории нашего народа немало трагических событий. Наши предки и мы с вами пережили испытания ссылками, войнами и разрухой. Нас пытались уничтожить, лишить религии, культуры, языка. На этом пути погибли, пропали без вести и стали инвалидами сотни тысяч ни в чем не повинных людей. Сегодня мы отдаем дань уважения и память жертвам этих трагедий. Дорогие штольцы, из каждого испытания наш народ выходил с честью, не уронив достоинства, не отказавшись от своей веры, культуры и духовной ценности. Стойкость и мужество нашего народа вызывает восхищение и почтение во всем мире. Первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмад Хаджи Кадыров, положил конец войнам и трагедиям чеченского народа. Он взял на себя полную ответственность за его судьбу и спас от полного уничтожения. Ахмад Хаджи прекрасно знал, что, рискуя жизнью, ни разу не сморгнул глазом, не склонил ни перед кем голову. На этом пути Ахмад Хаджи и тысячи его соратников ушли в праведный мир, Его национальная идея, единство и согласие выпустили крепкие корни в обществе и стал самой прочной основой для развития и процветания нашей Родины. День памяти и скорби народа Чеченской Республики призван укрепить нашу сплоченность. В память о многочисленных жертвах, которые понес наш народ, мы никому никогда не позволим постигнуть на достигнутый мир. Глава Чеченской Республики, герой России Рамзан Ахмадович Кадыров. Затем выступил председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Он отметил, что когда у народа не было никакой надежды на мирное будущее, ответственность за дальнейшую судьбу жителей республики взял на себя Ахмад Хаджи Кадыров. وخلق اتخينا تعملش دكتنا صار دقيقة ميلش دينا صار اختياشاتيش وخلق دعلت ديز وي بارت عديز وي نزي وي سمستياق يز وي نقشي مدو بوش إنكر خيتوش دع إزر نشكع ديون خلق دينا بسنك أنتي بغا ليلة متكيوش قوردل كيق تعني قعدان دوش سآخر وسن حنج لكن إيش تحدي بودي ليلشينا أحمد عجي عتيش إيه باكن شيء بارتينز شيء دوزلشكا بيش ونوقع بول بيش بوش. Министр внутренних дел Руслан Алханов еще раз напомнил собравшимся о важности этой даты. Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров в своем выступлении вспомнил некоторые трагические страницы из истории чеченского народа. Особое место занимает Байсангур Биноевский, особое место занимает Талхиг Аргунский, Шалинский еще его называют, и многие другие герои. Потом был Алибек Хаджи Зандакский, Умадуев и много десятков героев, которые отдали свои жизни. Вот здесь, внимание, не против русского народа, а против царского самодержавия, которое гнобило все народы Российской империи. И царскому самодержавию, в конце концов, пришел свой логический конец в 1917 году. В свою очередь муфтий Салах Межиев в завершении торжественной части мероприятия прочитал дуа, прося милости и прощения Аллаха для всех жертв многочисленных трагедий, постигших чеченцев. Затем зрителям показали театрализованное представление о еще одной трагической дате в жизни народа – судьбе Алавди Устарханова. Жителя Урус-Мартана во время Великой Отечественной войны с линии фронта отправили домой, как врага народа. На родине он узнает, что почти все его родные убиты, оставшиеся депортированы в Казахстан.
Прозвучали со сцены песни. В них сегодня воспевали трепетное отношение к матери. Амина Магомадова, Алаш Аздамиров. Новости.